Вот так школа. Учебное заведение на 1500 человек сегодня открыли в столице Ингушетии в присутствии полпреда Олега Белавинцева. Галопом за кубком. В селении Нижние Чулуки сегодня прошли праздничные скачки. Окучиваем, поливаем. Экологический субботник проходит по всей России, в том числе и в Ингушетии. Добрый вечер. Это новости 24. 3 учебных корпуса, 4 спортивных зала. Сегодня в Магасе открыли новое общеобразовательное учреждение. Школа построена в 11-м микрорайоне и рассчитана на 1500 учеников. Это один из самых крупных подобного рода объектов на территории СКФО. На торжественной церемонии присутствовали полпред президента России в СКФО Олег Белавинцев и глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. Подробно расскажет Светлана Томова. Праздник открытия новой школы чувствуется уже с порога в традиционно черно-белой форме с разноцветными шарами в руках и неподдельной улыбкой на лицах. Учащиеся Центра образования уже готовы к новым школьным испытаниям. Я долго готовилась. Мне очень нравится эта школа. Поздравить школьников, родителей и весь педагогический коллектив приехали глава региона Юнусбек Евкуров и полномочный представитель президента страны в СКФО Олег Белавинцев. Выступая перед собравшимися, почетные гости отметили, что необходимо способствовать полноценному развитию школьников. Это главная задача, которая, несомненно, должна решаться в этих стенах. Юнусбек мы сделать все для того, чтобы перейти на односменное обучение детей. И вот сегодня у нас у всех огромный праздник. Уверен, что вот, обращаясь к детишкам, у них сегодня, они все красивые, замечательные. Уверен, что школьные годы пролетят быстро. Им хотел бы пожелать, чтобы они, выйдя из стен этого замечательного учебного заведения, всегда помнили о своей школе, о своих педагогах. А школа гордилась своими выпускниками и всегда понимала, что делает самое главное. Готовит людей, готовит, учит и воспитывает патриотов нашей великой национальной родины России. Мы довольно серьезно разгрузили магазские 2 школы, где дети учились в каждом классе, там порядка 35-36 детей. Это хороший подарок. Мы в этом году уже и вчера, и сегодня, это уже 3-я школа открывается, до конца месяца открываем, или 1 октября открываем еще 2 школы, и до конца года еще открываем 3 школы. Итого у нас получается в этом году 8 школ и 4 дошкольных учреждения. Это довольно хороший прорыв. И эта школа, и другие школы, они благодаря поддержке и усилиям федерального центра, личного участия Олега Евгеньевича Белавинцева и его командой. И, конечно, не могу здесь не сказать огромное спасибо Ольге Юрьевне Голодец, вице-премьеру, которая более чем трепетно относится к строительству объектов образования как у нас в республике, так и во всех регионах Российской Федерации. Олег Белавинцев сегодня приехал не с пустыми руками. Он преподнес школьникам ценный подарок. От нашего коллектива синтезатор. Свою новую, но уже любимую школу дети открывают с радостью в глазах и выразительным чтением стихов, в которых каждое слово прямо ода новой школе. Здесь есть все виды спорта, это очень хорошо, потому что не надо сразу здесь можно заниматься, не надо ходить в другие места. И вот долгожданный кульминационный момент. Юнусбек Евкуров вместе с Олегом Белавинцевым и первоклассниками развязывает большой красный бант. После торжественного открытия высоких гостей приглашают на экскурсию самим оценить условия, созданные здесь для детей. В новом центре образования на 1500 мест условия самые современные. Просторные светлые классы, объемные коридоры, актовый зал на 750 человек, столько же и в большой просторной столовой, а также 4 спортивных зала, где могут заниматься различными видами спорта. Уникальность нового образовательного центра еще в том, что объект состоит из 3 учебных корпусов, где организовали
составе раздельное, начальное, среднее и старшее обучение. Здесь созданы идеальные условия для учебы, отдыха, питания и занятий спортом. Образовательная программа тоже особенная. Гуманитарии, биологи, математики детей будут делить по талантам. И здесь же они будут трудиться над домашним заданием, не говоря уже о целом списке дополнительных кружков. Вокал, шахматы, дзюдо и многое другое. А учащиеся выпускных классов будут изучать навыки самых востребованных рабочих профессий. В этой школе есть все, что с пользой можно проводить время. Тут есть различные дополнительные кружки, швейные, кулинарные и так далее. Сегодня мы вышиваем тамбурным швом 1 сентября. Весь коридор заполнен поделками детей и студентов из различных школ и СУЗов республики. Здесь представлены вышивки, гончарные работы, бисероплетение, газетоплетение, робототехника и многое другое. Олегу Белавинцеву, как ценителю и любителю живописи, ученицы школы Нового Риданта подарили одну из своих картин. Вот такой подарок называется «Веранда у моря». Нам будет очень приятно, если вы его примете. Это решение корректира детей. Радость тех, кто уже занял свое место за партами, полностью разделяют их родители, которые видят в новой школе большие возможности для своих детей. Мы живем по соседству рядом со школой. Школа большая, новая, красивая. У нас большие надежды. Надеемся, что и образовательный процесс будет соответствующий. Поэтому мы сегодня с Алией пришли в 1 класс. Это школа полного дня. В первой половине очная деятельность, а во второй занятия в дополнительных кружках. По программам дополнительного образования у нас в проекте «Школа в школе» предусмотрена такая школа, как школа-мастер. В этой школе у нас сетевое взаимодействие со средними профессиональными организациями. Вот в этой школе у нас мы наметили обучение таких рабочих профессий, как повар-кондитер, портной, парикмахер, дизайнер, младшая медицинская сестра, ну и так далее. То есть, что это нам дает? Это нам дает то, что после окончания школы наш выпускник будет иметь не только аттестат о среднем общем образовании, но также и будет иметь диплом об освоении рабочей профессии. В школе делают акцент на то, чтобы учащиеся проводили свое время с пользой, и детям придется оправдывать доверие не только директора и преподавателей, но и своих родителей. Ведь для этого у них есть лучшая возможность. Светлана Томова, Хаваш Гойгов, Новости 24. В администрации главы Ингушетии Олег Белавинцев провел двустороннюю встречу с руководителем субъекта Юнусбеком Евкуровым, который поблагодарил полпреда за визит и участие в открытии самой крупной школы в регионе. Глава Ингушетии сообщил, что за вчерашний и сегодняшний день в республике открыты 3 школы. Одна из них на 1500 ученических мест, построена в Магасе при личной поддержке заместителя председателя правительства России Ольги Голодец. По словам Юнусбека Евкурова, в этом учебном году первоклассников стало на 870 больше, чем в прошлом. А общее количество школьников по республике составило порядка 70 тысяч. Олег Белавинцев назвал Ингушетию активно развивающимся регионом и похвалил руководителя субъекта за усердие в решении проблемы строительства объектов дошкольного и среднего образования. Он заявил, что аппарат полномочного представителя президента России в СКФО готов оказывать республике содействие в самых различных вопросах. Сегодня, с учетом вашего визита, открываем 3 школы. Вчера 2 школы открыли в Магасе и в Назране, и сегодня в Магасе открываем школу на 1500 мест. Эта школа была построена при личном участии Ольги Юрьевны Голодец, которая там с Министерством образования и науки как раз эту программу выстраивали по таким крупным школам для мест такого большого количества проживания людей. И до конца месяца мы открываем еще 2 школы. Это к 1 октября еще 2 школы будут. Это в Назране и в Малгобеке. И плюс до конца года еще 3 школы. То есть в итоге мы в этом году открываем 8 школ. И в этом году еще открываем 4 дошкольных учреждения. На 2018 год, уже при вашем личном участии, те проекты, которые уже реализуются, в том числе и по линии образования. Там порядка 6 школ только по одной программе, плюс еще 3 школы по другой программе. Будет порядка 9 школ и 7 дошкольных учреждений. Уже до конца 18 года. До конца будущего года. Да.
Дополнительно к тому, что в этом году. Да, дополнительно, по которым в этом году. И в этом году у нас на 870 детишек первый класс больше пошли, детей пошло больше. И общее количество учащихся до 70, 69 тысяч детишек у нас уже. Общее количество детей, которые пойдут в школу. Она первая школа на 1500 мест в Магасе. Она по своей сути очень красивая, хорошая. 4 спортзала, 3 столовых, то есть компактно, красиво, хорошо. И главное, что она разделена на зоны там, начальных классов и старших классов. И эта зона, конечно, будет влиять так на саму систему воспитания и в том числе дошкольной подготовки детей более грамотно. Мы его назвали сегодня не просто школа, а центром, образовательным центром Магаса. Он первый такой в республике. Ну и планируем все-таки одну из школ в Магасе, на будущем, которую мы уже в этом году начинаем строить, из него сделать уже такой школу одаренных детей республики. То есть туда только набирать тех, которые пройдут по конкурсу, по всем направлениям. Ну, в связи вот с этими строительством вот этих школ мы после ликвидации трехсменки уже в этом году минимизировались возникновение новой трехсменных школ. И я думаю, что с учетом задач на следующий год мы на ближайшие десятилетия ликвидируем вообще угрозу возникновения трехсменки с учетом роста тех детей, которые сегодня у нас идут там. А сколько еще трехсменных? Нет уже. Нет, двухсменный только осталось. 68. У нас 68 школ, насколько я знаю, двухсменных. У нас вот она процент 47% двухсменки, остальные школы в первую смену. Хотя буквально 5 лет назад это у нас было так, 67% школ было в 2 смены, и 10% всего было в одну смену. Остальные все школы в 2 или 3 смены. Вот такая страшная картина была. Поэтому с помощью федерального центра, конечно, мы с этой задачей справились. То, что вы делаете совместно с федеральным центром, заслуживает самой высокой оценки. Особенно за последнее время очень многое сделано. В прошлом году больше 20 и школ, и дошкольных учебных заведений. Конечно, это самое главное. Особенно с учетом той динамики развития и рождаемости, которая существует в Ингушетии. Во всей стране вы в этом плане и во многих других задаете пример для регионов России. Все человечество отмечает праздник мировой воинской славы, день окончания Второй мировой войны. Она длилась с 1 сентября 1939 года и по 2 сентября 1945. Война охватила территории 40 государств, 3 континентов – Европы, Азии, Африки, а также все 4 океанских театра. В нее было втянуто 61 государство, а общая численность человеческих ресурсов, ввергнутых в войну, превышала 1,7 миллиарда человек. В этот день вспоминаем о соотечественниках, проявивших самоотверженность, героизм, преданность своей родине и союзническому долгу перед государствами, членами антигитлеровской коалиции. Из на тот момент 97-тысячного населения 21 670 уроженцев Ингушетии ушли на фронт. 6510 из них не вернулись. Около сотни защищали Брестскую крепость. Одним из последних защитников крепости был Барханоев Уматгирей. Вечная память всем, кто не вернулся, тем, кто умер от ран, здоровья всем желающим, живущим, но не ветеранам. Празднование Гурб продолжается. Сегодня второй день Ид-аль-Адха. Традиционные обряды и теплые встречи проходят практически в каждом дворе. В кругу своей семьи и родственников встретили этот священный праздник семья Камурзоевых. Об этом подробно расскажет наш корреспондент Саид Куштов. Мусульмане, кому позволяет материальная возможность, накануне праздника жертвоприношения отправляются на гору Арафат. Там проходит день стояния. Верующие на протяжении суток молятся, совершают намаз, читают Коран, проводят на Арафате ночь. С первыми лучами солнца едут в Мину. Традиционный таваф Каабу обходит 7 раз. Подобно Ибрахиму и Исмаилу, мусульмане кидают камни, прогоняя шайтана. После этого можно приступать к праздничному обряду. Гурб начинает отмечать с коллективной молитвы в мечети. Прихожане слушают проповедь имама, который снова знакомит их с традициями праздника, рассказывая о хаджа. По окончанию проповеди мужчины спешат домой, чтобы приступить к обряду. Произнося молитву и попросив разрешения, приступает к закланию. Мясо распределяет на 3 части. Первую хозяин оставляет себе, 2 другие раздает нуждающимся.
Пока мужчины семьи Камурзоевых разделывают мясо, женщины готовятся встречать гостей. Праздник традиционно отмечают в кругу родственников и соседей. Готовят праздничный стол, постелив красивую скатерть и достав лучший столовый сервиз. Хава с детства привыкла к суете перед приходом гостей, но для нее это приятные хлопоты. Стол накрыт, гости пришли. Теперь, после прочтения Маулида, они вместе сядут за стол. Руслан всегда любил гостей. Он не понаслышке знает, какая это милость для мусульманина. Из года в год Иса приезжает со своей семьей в гости к Камурзоеву. Гурб – это прежде всего праздник, который сплочает. Мусульмане могут провести это время с большой духовной пользой, радуя близких, раздавая милостыню. Саид Куштов, Адам Далаков, Новости 24. Второй день мусульманского праздника представители Карабулакской администрации отметили благотворительной акцией. По поручению главы Ингушетии раздали мясо малоимущим семьям, которые не могут себе позволить провести один из главных мусульманских обрядов. На учете в городской администрации около 30 таких адресов. Благотворители посетили в первую очередь несколько бараков, а затем и частные дома. Подобные акции проводятся ежегодно. Мы максимально стараемся этих семей обеспечить и школьным инвентарем для подготовки детей. Вот буквально у нас тоже на 1 сентября было несколько семей, которые там не могли детей своих собрать к школьным мероприятиям, тоже помогли. Да, ежегодно стараемся проводить такие акции. Средства у нас как бы внебюджетные источники на проведение вот этих мероприятий. Мы максимально... В селении Нижние Чулуки сегодня прошли праздничные скачки. Спортивное мероприятие приурочили к празднику Гурб. В забеге приняли участие лучшие скакуны республики. Все подробности у Юсуфа Гелисханова. Ахмед Магомедов увлекается скачками с 16 лет. Он со своим двухлетним скакуном приехал из Плиева. Как и многих других наездников, в этот вид спорта его завлекла любовь к лошадям. Ахмед уверен, они займут призовое место. У меня очень хороший настрой, и я надеюсь, что у него тоже будущее хорошее будет. Скачки проводятся в 3 категориях, что придает еще большую зрелищность. В первом заезде участвуют двухлетние чистокровные скакуны на дистанцию 1200 метров. С трудом поравняв рвущихся в бег скакунов, дается старт. Все внимание зрителей приковано к скакунам, за которых они болеют. Впрочем, здесь не все зависит от лошадей. Главный залог успеха – слаженная работа в тандеме скакуна и всадника. Здесь важна каждая секунда. Быстрый и уверенный старт также дает преимущество. В отличие от других видов спорта, в скачках победитель определяется очень быстро. В первом заезде безоговорочную победу одерживает Дауд Евлоев, второе место за Умаром Барахоевым, ну а замыкает тройку лидеров Амирхан Кастоев. Второй заезд проводится уже на дистанцию 1600 метров. Быстрее всех к финишу прискакала лошадь Алихана Кастоева.
Ну а в третьем заезде участвуют как чистокровные, так и полукровные скакуны на дистанцию 1600 метров. Кстати, чистокровных верховых лошадей выводят на соревнования уже в возрасте 1,5 лет. Победитель этого заезда, кроме медали, получает еще и денежный приз. Во все времена жизнь и быт ингушей так или иначе был связан с лошадьми. И в народе к этому животному относятся по-особенному. Организатор этих соревнований – клуб всадников Ингушетии, а посвящены состязания празднику Горб. Клуб всадников Ингушетии, а законный клуб был Хаила. Ах, кигишна сани бартыбе чишбар, кигишна масняр, скачки гервен, Горбаш дамаделинга, Горбаш союза я. Спланировать для мероприятия Якадио. Нах самок дакадош, наха ясак эдамухли говоришь хахишхалч. Скачки в республике в почете, но проводятся не так часто, в основном по праздникам. Но число желающих померить силы своих скакунов растет с каждым разом. Организаторы планируют провести республиканские скачки до конца этого месяца уже в Назрановском районе. Юсуп Гелесханов, Сурхо Кусиев, Новости 24. А между тем продолжается подготовка к программе «Диалог с народом». Звонки поступают в основном от взрослого контингента. Молодежь чаще всего обращается через социальные сети. Вопросы после диалога передаются главе Ингушетии. Залина Магушкова. Подробнее. Каждый день корреспонденты НТРК «Ингушетия» собирают видеообращения жителей главе республики. Одно из таких обращений поступило из Карабулака. У Зяудина Патиева слабое здоровье, но он очень хочет устроиться на работу. Мужчина относится к категории малоимущих и всячески пытается поправить свое материальное положение. Все упирается в финансы. Если решить проблему с работой, и все остальное со временем уладится, уверен он. Однако с инвалидностью трудоустроиться не так-то легко. Балариш, ахинваш, Бог выброс. Нормально, зарплата тоже. Веш дешево, дезия, дешево, дезия, амлук, квалификация, вальца, езели. $20 избе барфить, а ваш, декадр, соловый. Лилж, ваген, растение, вах магазин. Костелевчик, залат, царь, ваш, еще бадя, вот террас. Хосцетиш. Этот и многие другие вопросы обязательно дойдут до главы Ингушетии, даже если обращение не успеет прозвучать в прямом эфире. По последним данным, в колл-центр поступило уже более 150 различных вопросов. Чаще всего они связаны с плохими дорогами и просьбами их заасфальтировать. Bir şkole ahavda avtobus bazı şkol şuna avtobus Molgabek halil şol şuna ol hal şu yez aya yez zimoy jo dinina jo hal avda avtobus şu azmetik hatu yuri bokol jo no остаблож. Кроме того, жители республики сталкиваются с жилищными проблемами и устройством детей в садик. Многие обращаются с личными вопросами, где просят о материальной помощи. Среди жалоб есть и конкретные дельные предложения по решению проблемы. Вопросы со школы, касательно школ, их стало намного меньше. Вот, после совещания, которое провел Юнусбек Мамадгиреевич, действительно прям резкий спад. Вот. А теперь, в принципе, есть интересные вопросы, очень такие, которые, я думаю, может быть, действительно стоит будет показать в эфире. Это такие, как, допустим, вот один мальчик очень мечтает, он познакомиться с Юнусбеком Мамадгиреевичем, потому что очень интересуется его такой, знаете, военной биографией, тоже хочет стать военным. Есть несколько возможностей обратиться к главе. Во-первых, дозвониться в прямой эфир, который чаще всего длится несколько часов. Во-вторых, можно оставить заявку в колл-центре, где звонки уже принимают наши операторы и будут делать это до завершения диалога с народом. При этом вы можете находиться в любой точке мира. Программа выйдет в эфир 6 сентября в 17:00, а тем временем многие ждут возможности обратиться к главе напрямую. Программа замечательная. На сегодняшний день у людей много проблем. Почему? Потому что в республике, вы знаете, безработица, да? И те вопросы, которые задают жители республики, на эти вопросы может ответить
глава республики. Заодно и президент узнает, какие вопросы у людей и какие у них чаяния, чего они ожидают и какие у них проблемы. Еще один вариант – отправить сообщение на номер 4647 с кодовым словом «Диалог» или на сайт ingushetia.ru. В обращении обязательно необходимо указать свои данные – имя, фамилию, номер телефона и домашний адрес. Залина Магушкова, Тимур Карахоев, Новости 24. Сегодня в рамках всероссийской акции экологического субботника «Зеленая Россия» трудовые коллективы, организации, предприятия, а также школьники и студенты провели масштабную уборку на своей территории. Выйти на помощь матушке природе решили многие, независимо от статуса и регалий. Все подробности у нашего корреспондента Жаридат Халухоевой. Представители администрации всех муниципальных образований, органов исполнительной власти и просто жителей республики. Акция объединила всех, кто неравнодушен к чистоте своего края и экологии. Нам обозначили территорию. Вот мы здесь убираем, вот уже собрали 3 мешка мусора. Вот, но на этом не останавливаемся, так что это очень такое вот хорошее дело. За санитарную очистку и благоустройство территорий взялись практически в каждом населенном пункте. Особое внимание участники акции уделили водным объектам. Самый масштабный субботник прошел в Магасе. Это уже 3-я акция всероссийского масштаба, проводимая региональным комэкологией в этом году. Такое благородное дело, как уход и забота о природе, объединяет многих независимо от возраста и деятельности. Вместе со всеми за генеральную уборку сегодня принялся и именитый боксер Рахим Черкиев. Субботники у нас проходят регулярно. И они должны постоянно проводиться. Не потому, что у нас грязно, а потому, что это должна быть как добрая традиция, чтобы люди приобщались к чистоте, порядку, приходили, собирались и делали нашу землю чище, приятнее. В субботнике принимает участие вся страна, и это событие уже по праву стало самым массовым экологическим мероприятием. Комитет экологии проводит такую акцию уже 4-й год подряд. Впрочем, работники ведомства каждый день борются за чистоту родного края. У нас по всей республике проходят субботники, иные мероприятия с участием жителей республики. На одном из объектов мы сейчас находимся, это река Сунжа, водоохранная зона реки Сунжа. Здесь проводится очистка территории, благоустройство территории. Согласитесь, по чистым улицам ходить намного приятнее, особенно если ты сам приложил к этому руку. В строении остались и работники национального телеканала. Не ленясь, все дружно взялись кто подметать двор, а кто полоть и подравнивать почву. Делать уборку никогда не лишне. Вот подмели территорию, там полили цветочки, девочки, мальчики своим делом заняты, девочки своим, все работают. Тем более, вот когда погода позволяет, можно выйти и даже для собственного удовольствия делать что-нибудь. Ну а после трудной работы не грех и подкрепиться. Для всех участников акции комитет организовал и угощение. Жаридат Халухоева, Адам Далаков, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.